это студенты колледжей, училищ и так далее. Прием заявок у нас предусмотрен с 1 октября по 31 января. То есть достаточно немного времени у нас осталось до окончания приема и сбора заявок, поэтому где-то, наверное, порядка 3 недель. Поэтому очень так оперативно, нужно активно, конечно, включиться в эту работу. Понимаю, что после январских праздников, наверное, собраться это достаточно тяжело, и ребят очень тяжело стимулировать и мотивировать на написание каких-либо работ, поэтому, но это нужно, необходимо сделать. Подведение итогов республиканского этапа, то есть мы все эти работы собрали, и 1 февраля уже приступаем к экспертированию работ, то есть мы работаем с экспертами, те, которые производят оценку работ в 11 номинациях. Подведение итогов республиканского этапа у нас это февраль месяц. В этом году церемония награждения и очная защита работ будет происходить 17 февраля. Те, кто с нами уже давно работает, знают о том, что в этот день у нас приезжают ребята на очную защиту по некоторым номинациям, которые также в положении у нас указаны, не по всем номинациям, мы потом немножко позже об этом тоже поговорим, на научную защиту, какие номинации приезжают. И, соответственно, после, это где-то происходит примерно с 9 часов до часу, и примерно где-то опять же с 14 или там с 15:00 и до в течение 2 часов происходит церемония награждения победителей республиканского этапа. Когда мы это дело все завершаем, эти работы мы собираем и отправляем, работы победителей направляем уже для участия в федеральный этап. И в федеральном этапе работы оцениваются заочно, то есть очная защита там не предусмотрена, эксперты определяют победителей на основании тех работ, которые мы высылаем. И, как правило, церемония награждения, она происходит в дни празднования интеллектуальной собственности, ну, а именно примерно это где-то будет 26 апреля, в зависимости от того, когда происходят выходные дни. Дальше. Заявки принимаются в электронном виде. Я хотела бы сейчас вам показать на сайте. Так, Иван, я должна сделать... Нет, все правильно. Открывайте браузер и работайте. Да. Хотела бы вам включить... Сайт «Школьный патент» просто нажимайте. Все вижу. Видим, да? На экране видно, да? Хорошо. Значит, где мы подаем заявочки? Вообще официальный сайт конкурса «Школьный патент», он находится на сайте School Patent. То есть мы здесь заходим, и мы видим вкладочку «Подать заявку». Подать заявку на конкурс. Сюда мы проходим, и нас автоматически, в принципе, вот выбрасывает в такой навигатор, и мы нажимаем «Подать заявку». В прошлом году те работники, которые уже с нами работают, они знают, что немножко была неразбериха, и в этом году федералы уже организовали более такой упорядоченный прием заявки. То есть если у вас ребенок один участвует и подает индивидуальную заявку, то вы заполняете вот по этой категории. Если у вас группа участников, то вы заполняете по этой категории. Что здесь, значит, здесь достаточно все понятно. То есть вы выбираете, наша Республика Коми выбирает региональная дирекция Республики Коми. Вот здесь вот. То есть вы должны обязательно это проставить. Ну и, соответственно, кто-то заполняет город. Если вы живете в селе, вы заполняете здесь село, деревня и так далее. И нажимаете дальше. И таким образом вы полностью заполняете вот такой навигатор. Кроме того, здесь, в этом навигаторе, нужно будет прикрепить заявку и бланк заявки и согласие, которые можно скачать вот здесь. Вы их скачиваете. Давайте попробуем сразу же открыть. То есть вы скачиваете этот бланк заявки и заполняете.
То есть здесь необходимо внести все данные по учащемуся, все данные, которые необходимы, подписать, что вы согласны с условиями проведения, контакты, реквизиты. Подписи должны быть все собраны, отсканирован этот документ и, соответственно, потом прикреплен дальше там, где мы только что с вами были, вот здесь по стрелочке дальше. Здесь он мне не даст, потому что я не заполнила определенные графы, поэтому дальше у вас будет все там понятно по прикреплению этой заявочки и согласия на обработку персональных данных. Здесь хотела бы сказать о том, что ребята, которые до 14 лет у нас возрастом, за них заполняют документы, родители подписывают, дети старше 14 лет и 14-летние заполняют согласие самостоятельно, без родителей. Можно также собрать и здесь прикрепить на сайте подачи электронной заявки. Если, знаю такое, значит, пока вот вчера осуществляла звонки, были такие вопросы о том, что поступали такие звонки по поводу того, что при заполнении полностью всего этого навигатора выходит такая фраза о том, что вам подтверждение придет на электронную почту. Не всем оно приходит, поэтому, в принципе, вы можете позвонить мне, да, и мы можем посмотреть, я могу конкретно посмотреть о том, появилась ли ваша заявка в общей базе данных, и, в общем-то, таким образом убедиться, все ли в порядке. Так, далее. Здесь, наверное, все. Значит, да, нет. Здесь еще хотела бы сказать о том, что когда вы будете заполнять вот эту электронную форму, у вас потребует заполнения еще одного документа, номера СНИЛС. Опять же возник вопрос у коллег о том, что вот в этом бланке заявки номера СНИЛС нет, а в самом электронной заявке предусматривается заполнение номера СНИЛС. В общем-то, этот вопрос я задала федеральным организаторам, и ответ был таков, что те заявки, которые уже приняты на сегодняшний день, и вы, коллеги, вносите их руками, да, и вбиваете, само поле СНИЛСа будет предполагать необязательное заполнение. Поэтому те, кто уже собрал заявки и в них не указан СНИЛС, вы сможете продолжить заполнение заявок без указания СНИЛС. Но те, кто еще не собирал, так скажем, заявки и не подавал, бланк заявки сегодня-завтра будет изменен, и туда будет внесено дополнительное поле СНИЛС. И поэтому те, кто уже будет заполнять, допустим, эту заявочку завтра или послезавтра и так далее, да, до уже 1 февраля, соответственно, у вас будет полное заполнение вот этой электронной формы, потому что СНИЛС будет указан как и в бланке заявки, так и в электронной форме. Если же кто-то, опять же повторюсь, не получилось собрать данные по СНИЛС, то данное поле, оно будет неактивное, то есть оно понадобится нам с вами потом, в том случае, когда ребенок, участник, станет победителем федерального этапа, потому что этот СНИЛС необходим для того, чтобы внести участника и победителя в реестр, который называется «Таланты и успех». То есть это федеральный реестр одаренных детей. Без этого номера СНИЛСа туда, к сожалению, в базу внести невозможно. Поэтому вот именно эти изменения в этом году по поводу СНИЛСа были здесь, значит, внесены изменения. И еще один момент я хотела сказать о том, что очень много есть вопросов по как подвесить видео. Потому что у нас есть номинация «Режиссерский взгляд». И, конечно, само видео весит много, поэтому необходимо вставить ссылочку. Есть один такой вариант, это документ Word вы формируете, ставите туда ссылку на то облако, куда вы закинули свое видео, и прикрепляете сам вордовский документ.
Но опять же, вот вчера разговаривая с федеральными организаторами, они пообещали, что они, кроме этого, еще включат отдельное поле дополнительное для подгрузки уже туда именно ссылки. Поэтому вот если, значит, все условия будут выполнены, то вы сможете подгружать уже ссылочку в дополнительном окне. Но если вы это, допустим, сейчас дополнительное поле не видите, то тогда вот могу предложить только в качестве вордовского документа, где будет указана эта ссылка. Так, возвращаемся к нашей презентации. Угу. Так, я хотела бы увидеть еще чат. Возможно, есть вопросы. Так, звук двойной, многое непонятно. Центральная детская библиотека пишет. Мне нормально. Да? Ну вот в чате написано. Коллеги, пожалуйста, напишите, все ли хорошо со звуком. Есть вопрос от Павла. 18 лет. Все хорошо. Так, а я почему-то чат полностью не вижу, или мне нужно... Ага, вижу теперь. Так. Я не вижу, Павла, вопрос. Уже. Так, до 18 лет включительно. 18 лет, Павел, мы принимаем заявки. Угу. Так, далее. Угу. Давайте уже тогда ближе к номинациям. Было у нас 13 номинаций. В этом году внесены изменения, и на сегодняшний год, у нас на сегодняшний день это 11 номинаций. Какие изменения произошли? Вы, наверное, заметили о том, что номинация «Сделай мир краше» – это произведение декоративно-прикладного искусства и произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства. Они перекочевали уже в номинацию промышленного дизайна. То есть, в принципе, ничего не изменилось, просто они стали под номинациями именно промышленного дизайна. И также у нас исчезла номинация программы ЭВМ. Вот. Некоторые номинации поменяли просто так, наименование. Далее. Давайте уже приступим тогда конкретно к номинациям. То есть это такая, скажем, очень популярная номинация мастер дизайна. И вы видите о том, что под номинации также поменялись. И осталось, наверное, те, которые постоянно с нами, это «Жизнь сказочных вещей в наше время» и «Машины и летательный аппарат», все остальные новые. Здесь я, коллеги, хотела бы обратить внимание, что у нас появилась новая подноминация, она приурочена к празднованию 185-летия Национальной библиотеки Республики Коми, поэтому мы попросили организаторов, чтобы мы могли включить под номинацию «Библиотека будущего», то есть с 1 по 11 класс ребята могут принять участие. Что здесь еще хочу отметить, что, обратите внимание, библиотека будущего – это под номинацией только республиканского этапа. То есть участники, победители этой номинации, участвовать в финале не будут. То есть это только номинация для республиканского этапа. Давайте посмотрим, какие требования, критерии оценки необходимы для этой номинации. То есть обратите внимание, что работы могут быть представлены в технике и любыми материалами. Формат только А3. Задают вопросы А4, нет. И был такой случай, что присылали и на большом формате, то есть ватмана А1. Нет, неверно. Нужно тот формат А3. Обязательно нужно указать фамилию, имя автора, да, то есть на работе и так далее. То есть оформить в соответствии вот с такими требованиями. Очень много вопросов возникает по поводу описания работы. Объем работы должен содержать от 2 до 5 страниц. Задают вопросы, звонят учителя, потому что достаточно, говорят, сложно для того, чтобы написать, так скажем, чтобы ребенок нарисовал и еще написал и свою работу пояснил. Но, на мой взгляд,
От 2 до 5 страниц это уже, в общем-то, приурочено к сочинению. Поэтому, коллеги, давайте не будем, я думаю, что если с этим проблема какая-то возникает, то до 2 страниц и 1 страница, то есть это вполне возможно и приемлемо. То есть ребенок нарисовал, и не всегда понятно, допустим, какая идея у него преследовалась в рисунке и в работе. И это бывает очень, как бы, на самом деле интересно узнать, о чем он думал, и это помогает ему, может быть, даже как-то развить свою тему рисунка и, может быть, даже понять дальнейшую какое-то продвижение этой работы, да. Поэтому давайте договоримся, что от 2 до 5 можно не соблюдать данный формат, но желательно, конечно, но не обязательно, так скажем. То есть пояснительная записка до 2 страниц мы будем ее принимать. Вот. Каким образом мы предоставляем эту работу? Мы, прикрепляя заявку в электронном формате, вы фотографируете эту работу и прикрепляете вместе с заявкой и согласием. Помимо этого, рисунки мы принимаем по адресу Сыктывкар, Советская, 13. Именно сами рисунки – это обязательное условие, чтобы эксперты могли оценить ту красочность, то исполнение, которое ребенком сделано, потому что через телевизор достаточно сложно это сделать. Поэтому работы мы ждем. И, конечно, я понимаю, что времени тоже недостаточно много, но желательно, чтобы эти работы пришли до 31 января. Можно там понять ситуацию 1-2 дня, но желательно до 31 января, потому что очень маленькие сроки у нас работы с экспертами, и, скорее всего, первое экспертирование, которое пройдет по конкурсу, это будет как раз по ребенку, как раз по номинации мастер дизайна. Так, у нас там есть вопрос, поэтому давайте я, соответственно, сразу посмотрим. Вопрос от Павла вначале. От Павла снова, да? Так, Павел, а если человек не обучается ни в школе, ни в колледже? Здесь вопрос, если прям вот смотреть, как положение прописано, то есть у нас это граждане Российской Федерации до 18 лет. Поэтому, в принципе, это возможно. Подать заявку, не вижу в этом как бы каких-либо препятствий. Так, видео параллельно, ага, это ответ. Угу. Так, если ребенок разработал логотип библиотеки, может ли он участвовать в этом конкурсе и в какой номинации? Логотип библиотеки. Вы можете подать заявку в номинацию «Промышленный дизайн». Здесь, к сожалению, я понимаю вопрос, потому что в прошлом году одной из подноминаций мастера дизайна был логотип школы, да, или какого-то там иного учебного заведения. В этом году упразднена эта номинация, подноминация, поэтому, соответственно, с логотипом, поскольку это рисунок и логотип, то есть это может быть даже приурочено к товарному знаку, поэтому или этикетке, то есть в данном случае вы можете подать в номинацию «Промышленный дизайн». Так, какие критерии оценки? Обратите внимание, авторский вклад и новизна. Ну и, соответственно, конечно, работа сущности предмета и явления. Авторский вклад это в чем заключается? В том, что вы, конечно, не загуглили и срисовали откуда-то. То есть это должна быть работа самого участника. То есть он должен быть автором. То есть на какой-то это должна быть уникальность, это творческий вклад его в эту работу. И это важно. Так. Давайте вот на примерах работ. В чем может быть уникальность? И, возможно, жюри вот очень тоже обращает на это внимание. Вот 6 лет, вот, собственно говоря, мы уже проводим этот конкурс, и вот эта работа прошлого года, и сама идея вот ПВО и Колорадо, да, то есть вот она встретилась в этот раз, вот это была прям впервые. То есть до этого такая идея на рисунке не представлялась. Поэтому вот видите, первое место у нас
получил Терентьев Макар из города Воркуты. Далее. Вот эта работа, она чем интересна, потому что она помимо того, что содержит, ну так скажем, рисунок, вот зонтик, он выполнен в 3D формате. То есть он, не знаю, насколько вам видно, но вот он выполнен с помощью как раз 3D ручки. Поэтому тоже интересное исполнение, само исполнение рисунка. Ну и, конечно, сама идея тоже интересна, она тоже была такая новая. Первое место у Поповой Ренаты – это «Пылеслон». Но, конечно, это гимназия искусств при главе Республики Коми. Ребята очень, я понимаю, что с ними очень тяжело конкурировать, потому что у работы тоже интересно, исполнение очень интересно. И поэтому вот эта идея была тоже, что настолько вот она кропотливо сделана и настолько разложена по деталям, и как бы сама идея интересна, что, конечно, она тоже заняла первое место. И вот такие идеи у нас тоже приветствуются. Далее. Вот эта работа, которую я хотела бы тоже показать, она чем примечательна? Тем, что данная работа, она выполнена с помощью песка. То есть с помощью специальной доски, да, световой, и вот этого песка вот, выполнена такая работа, сфотографирована и представлена к нам на конкурс. То есть тоже было первое место у Арины. Это касаемо рисунков. Есть ли вопросы по поводу рисунков? Сейчас проверим. Так, пока нет. Давайте дальше. Вторая номинация, которой тоже хочется остановиться, это номинация «Мастер слова». Здесь тоже претерпела эта номинация изменения. То есть появились новые подноминации. Это известные изобретатели жизни, творчества великих людей, полезные изобретения и миллион за идею или бизнес новых технологий. Я хочу сказать о том, что вот почему подноминации меняются и так далее. Конкурс у нас ежегодный, и федеральные организаторы, они оставляют за собой право мониторить и менять сами номинации и подноминации. В том числе, допустим, ориентируясь и на региональные дирекции, и ориентируясь на то количество и объем, количество и объем работ, которые представляются. Поэтому положение практически оно утверждается ежегодно федеральными организаторами, и вот изменения они могут быть. То есть если эти подноминации сейчас вот они есть в положении, это не значит, что они будут на следующий год. Поэтому вот такие изменения есть. Что здесь у нас по требованиям? Это объем от 3 до 5 страниц. Конечно же, необходимы параметры определенные при напечатании текста. И, конечно же, в начале работы необходимо также указать и фамилию, имя автора, и класс, и так далее. Сочинения должны соответствовать теме, это должно быть грамотно, и стиле изложения, ну и приветствуется креативность. Давайте посмотрим, почему креативность, да, потому что это вот мысли ребят, это очень интересно читать, и это, в общем-то, само даже изложение текста, это тоже может быть интересным. Вот, например, Шестак Кирилл, он изложил свое сочинение в виде разговора с сэром Бенджамином, да, то есть вот он с ним общается, и, в общем-то, какие-то интересные вещи тоже здесь он прописывает, и очень так позитивно, и он заканчивает, да, что сэр Бенджамин смотрит на меня и как бы говорит: ну что же ты, Кирилл, дерзай, все в твоих руках, и он ему верит, да, Олег пишет, что я ему верю. То есть очень интересно, и вот такие сочинения, они, вот видите, становятся тоже как бы победителями. Еще одно сочинение, которое я хотела бы показать, и, возможно, у вас такие работы тоже будут возникать, и вопрос будет вставать, а куда, вот в какую номинацию данное сочинение можно, данную работу отнести. Вот гран-при
Тимченко Татьяна 5 класса. Интересная у нее получилась работа. Мы ее внесли как раз под номинацию «Моя интеллектуальная собственность», потому что, собственно говоря, это такое уже произведение, авторское произведение, литературное, поэтому, естественно, поскольку это произведение литературного назначения, то оно может отнестись как раз в номинацию «Моя интеллектуальная собственность». В чем здесь заключается работа? Вот это Федя из Коми пытается понять, почему республику назвали именно Коми. И вот этот персонаж, он идет повествование, его история, и по пути этого персонажа встречаются какие-то определенные задания, которые необходимо выполнить. И, в общем-то, это связано с коми-языком, в общем, это культурное наследие такое, можно сказать, и очень интересно и познавательно это можно изучать и использовать даже на уроках. То есть в данном случае, естественно, вот прям работы на гран-при. Поэтому вы тоже можете это учитывать, и если ребята составляют, выполняют такие работы интересные, вы можете рассмотреть как в такой номинации, как мастер слова «Моя интеллектуальная собственность». Следующая номинация – номинация изобретения. Очень, наверное, сложное для понимания, что изобретение, да, и попытаемся, давайте разобраться. То есть в этой номинации сюда относятся те работы, которые связаны с робототехникой, сюда относятся работы по экологическим проектам, по новым приспособлениям для улучшения качества жизни и создания универсальной безбарьерной среды для маломобильных групп населения и иные технические изделия, приборы и способы. Очень важно обратить внимание здесь на требования и критерии оценки. Обратите внимание, критерии оценки – это авторский вклад, новизна и возможность и целесообразность использования. Хочу сказать, поскольку у нас конкурс все-таки направлен на интеллектуальную собственность, то вот эти критерии оценки, они очень близки к условиям патентоспособности. И поэтому федеральные организаторы, они постарались, чтобы когда ребята что-то, допустим, заявляют на конкурс, чтобы вот эти критерии оценки их натолкнули на то, каким должен окончательно быть их объект или работа. Поэтому, конечно, здесь в этой номинации необходимо подробное словесное описание с приложением чертежей, фотографий, макетов и так далее. И давайте посмотрим. Вот одна из таких работ, которые нам представил Доронин Алексей. Это участник позапрошлого года. И смотрите, Алексей нам, представив работу, написал, что данное изобретение очень необходимо людям с ограниченными возможностями, а также детям и взрослым, которым не хочется много времени и усилий тратить на чистку зубов, но при этом быть уверенными, что тщательно очищен каждый зуб. То есть вот он предоставил чертеж, он написал такое описание достаточно очень грамотно, и он занял 3-е место. По истечении, конечно, когда начали мы уже работу по прошествии конкурса, да, мы начали проверять на условия патентоспособности и определения новизны. К сожалению, вот мы нашли патент США, правообладатель находится, и достаточно вот такой прибор для чистки зубов, он просто достаточно совсем схож и аналогичен. То есть в данном случае мы просто нашли аналог этого изобретения, которое придумал Алексей. В случае, конечно, если бы, допустим, такого аналога не существовало, то Алексей мог бы получить патент на данную зубную щетку. Поэтому здесь я бы хотела обратить внимание, что именно у нас была осуществлена проверка на новизну. И когда ребята пишут описание по изобретениям, то нужно в своем работе изложить, а что на сегодняшний день
у нас есть из мира техники. То есть на что они основываются. То есть в данном случае можно было бы, например, привязаться к обычной зубной щетке. То есть есть зубная щетка, а Алексей ее модифицировал и придумал другую новую зубную щетку. Но аналоги обязательно нужно изложить в своей работе. Вот если для примера мы можем с вами посмотреть у Павла Герлаха. Мы получили патент на лестницу для эвакуации зданий. То есть те презентации, которые сегодня будут озвучены, я вам вышлю. Вы сможете еще более подробно ее почитать. Но такое пожелание, что когда ребята описывают и то, что они придумали, придерживаться вот такой формы, да, то есть здесь Павел придумал лестницу. Эта лестница, она относится к стационарным сооружениям и обеспечивает возможность аварийной эвакуации зданий. То есть в данном случае вы можете написать, какой отрасли народного хозяйства относится то, что ребенок придумал. Это первое. Второе. Можно предысторию написать, почему, да, то есть почему эта проблема заволновала. То есть здесь у Павла, например, он считал, что поскольку при эвакуации создается большой поток детей, скопление детей у дверей, поэтому нужно было найти какое-то другое решение для эвакуации, и чтобы сократить вот это фактическое время эвакуации. Поэтому он перед собой поставил задачу создать такую лестницу, которая решит эту проблему. И, соответственно, тот результат, который он получит, это как раз сокращение времени для того, чтобы эвакуироваться. И в качестве аналога было приведено вот такое решение, такая лестница. Я сейчас вам говорю о том, эту информацию я взяла из патента, который мы написали и так далее. Конечно, у Павла была другая заявка, у него были приведены другие аналоги, которые он загуглил, нашел в интернете и написал. Но я сейчас привожу просто структуру, которой желательно бы это описание привести, то есть описание заявки. Затем мы описываем, из чего это состоит. Вот у Павла это боковые стойки, которые соединены шарнирами с двумя опорными вертикальными стойками. То есть я понимаю, что здесь технический язык, но это пример. То есть ребенок должен расписать о том, из чего состоит его изобретение. И я думаю, что это будет ему несложно сделать, поскольку если он это придумал, то, соответственно, он это распишет на раз-два. И дальше как это работает. То есть здесь в данном случае это лестница, давайте я расскажу, может быть кто-то не знаком с этим объектом. То есть она каким образом, во-первых, состоит она вот из таких боковых стойк, которые прикреплены к стене, и лестница закреплена на шарнирах. Сама стойка крепится снаружи окна, то есть со стороны улицы. И когда необходимо эвакуироваться, что у нас происходит? Окна открываются, шпингалеты снимаются, лестница переворачивается, то есть она выполняет сначала такую функцию козырька, а потом переворачивается, и можно по ступенькам спуститься спокойно из окошка. Конечно, эта лестница предусмотрена только для первых этажей, но тем не менее, то есть это вот решение техническое, это техническое решение, которое было признано полезной моделью. Поэтому вот мое такое пожелание или вот такая шпаргалка для того, чтобы понимать, как составить описание. То есть оно должно содержать, так скажем, для чего придуман объект, какую он задачу решает, в итоге что мы получаем от решения этой задачи. Затем мы приводим аналоги, которые у нас есть, и, соответственно, из чего состоит ваша конструкция, например, да, или какое-то приспособление, и, соответственно, как оно работает. То есть вот таким образом необходимо приблизить такое грамотное описание в этой заявке. Далее, научно-исследовательская работа.
Здесь у нас под номинации по естественным наукам, техническим наукам и гуманитарным наукам. Объем конкурсных работ у нас от 10 до 20 страниц. Ну, в общем-то, здесь ничего такого нового не произошло. И единственное, что, конечно, здесь критериями оценки является актуальность темы, новизна результатов, авторский вклад, естественно. И вот здесь вот есть нюанс. Здесь у нас появилось новое. Это наличие охраноспособного результата интеллектуальной собственности и практикоориентированность. То есть необходимо указать результат интеллектуальной деятельности, полученный в итоге работы. Что это означает? Давайте на примере рассмотрим. Вот, например, у нас была научно-исследовательская работа. Представила ее ГУСТ Ксения, 9 класс, город Воркута. И, значит, задание такое было о том, что в школе был открыт военно-патриотический клуб «Орленок», и появилась необходимость создания для него штандарта. И она решила принять участие в разработке эскиза штандарта и в дальнейшем его изготовить. И у нее возникли определенные вопросы. Как его создать? Можно ли вообще создать в условиях образовательного учреждения и так далее. То есть, в общем-то, ну, это, можно так сказать, прошла исследовательская работа, вот те вопросы были выяснены, и по итогу, в результате исследования, она подтвердила свою гипотезу, что значительная роль штандарта для военно-патриотического клуба, потому что он является символом чести, доблести и славы клуба. Затем также они смоделировали, изготовили этот штандарт. То есть в данном случае получился продукт, результат интеллектуальной деятельности, тот, который можно посмотреть, пощупать, потрогать и так далее. В основном бывает так, что научно-исследовательские работы заканчиваются, например, исследованиями, определенными какими-то выводами, но нет какого-то результата. То есть если ребенок, например, даже это сделал с точки зрения для того, чтобы себе выяснить какие-то вопросы, вы можете, например, сформировать эти ответы в буклете. То буклет будет тоже являться, например, который будет для распространения, допустим, среди своих друзей там, или учащихся, да, школы и так далее. То есть это будет тоже являться продуктом. То есть сама научно-исследовательская работа должна предполагать указание результата интеллектуальной деятельности. Это вот это новшество этого года. Так, вопросов пока нет. Коллеги, здесь понятно? Хотелось бы услышать вас. Угу, спасибо. Угу. Все, спасибо. Спасибо за обратную связь. Так, идем далее. Промышленный дизайн. Очень интересная номинация, и, на мой взгляд, здесь вот очень много чего можно представить. И наверное, ребятам в этой номинации достаточно легко ориентироваться, и можно вот напридумывать очень много чего интересного. Здесь под номинаций много. Это компьютерные аксессуары, могут быть, это может быть шаблон сайта, обратите внимание, что может быть одежда и обувь. Что такое промышленный дизайн? Это внешний вид изделия. Вот все, что мы с вами видим вокруг нас, если вы не обращаете внимания на техническую составляющую, а обращаете именно на колористику, на силуэт, на цвет, колористику сказала, да, на линии, на форму и так далее. Вот все, что вам приятно взгляду эстетически, это все является промышленным внешним видом, то есть это дизайн. Поэтому здесь, в принципе, то есть ребенок может разработать там новый внешний вид портфеля, пенала, стула, там, я не знаю, ну вот все что угодно. И в данном случае это могут быть и блюда для праздника, это может быть и этикетка или упаковка. Вот логотип, как раз вот то, что вы задавали вопрос, можно отнести в эту номинацию. Это может быть одежда или обувь. Ну вот я не буду перечислять, очень популярная здесь под
подноминация — это настольные игры. Очень активно в этой подноминации все участвуют, поэтому в данном случае можно представить сюда, в эту доминацию. Критериями оценки, конечно, является новизна и оригинальность внешнего вида. То есть дизайн, он должен быть оригинальным, не повторяющимся. То есть должен быть определенный творческий вклад вот сюда внесен. И, конечно, само изделие вы подаете в виде чертежа, макета, модели или компьютерного изображения, фотографий и так далее. Описание в текстовом файле. Вот, поэтому давайте дальше посмотрим еще на примере, что еще, чтобы было более понятно, что такое внешний вид изделия. Вот этот участник, он тоже позапрошлого года, 2020 года участник, Щукин Артем, он с помощью, конечно, научного руководителя Татьяны Владимировны создал вот такое зеркало. Но вы видите, что описание, оно очень схоже с описанием по изобретению, и вы можете тоже это как в качестве шпаргалки себе использовать. И вот начинаем с того, к чему, опять же, к какой области данный объект относится. Здесь все просто, к зеркалам и рамам, и может найти применение в промышленном производстве зеркал. То есть и дальше мы описываем то, что мы видим. Вот мы перед собой видим зеркало, которое характеризуется определенным составом компонентов, элементов. Это зеркало, рама и короб со светодиодной подсветкой. И сама зеркало, оно, видите, выполнено в виде криволинейного овала, да? И сама рама, на ней расположена декоративная резьба в виде родовых меток. То есть в данном случае технически, то есть как это соединено, как это работает, или, допустим, как оно склеено, прибито и так далее, это не важно. То есть важно только то, что мы видим вот на экране, то, что мы видим перед собой. Это внешний вид изделия. Вот. Поэтому, собственно говоря, когда мы представляем работы на номинацию «Промышленный дизайн», то вы можете вот в качестве, опять же, подсказки использовать такое описание и выполнять вот по этой шпаргалке. Для того, чтобы вы знаете, да, о том, что новизна у нас должна быть. То есть оригинальность внешнего вида — это то, что вот те элементы, которые мы предоставляем. То есть мы видим о том, что в творческий вклад туда определенно внесен автором. А вот новизна, то есть для того, чтобы ее понять, нужно опять же сравнить ее с аналогом. И в данном случае, когда вот мы опять же уже оформляли патент, мы привели в качестве аналога вот такой китайский патент декоративного зеркала. Оно тоже имеет такую неправильную форму, да, более такую округлую какую-то, но зеркало вот это и вот это, они совершенно разные. То есть они имеют разный оригинальный подход. Поэтому в данном случае мы предоставляем его как аналог, но тем не менее говорим, что наше зеркало лучше. Вот. Далее. По промышленному дизайну все понятно. Хорошо. Очень хорошая номинация, поэтому обратите внимание. То есть, если, допустим, выходя в школу искусств или в школы, допустим, где есть кружки, и вы, допустим, увидите, например, те работы, которые там ребята делают, вы можете их рассмотреть в качестве вот этого объекта для этой номинации, потому что вы обратите внимание, произведение декоративно-прикладного искусства тоже здесь. Сувенирная продукция, которая ребятами делается, это будет тоже номинация «Промышленный дизайн». Сувенирной продукции делают очень много, поэтому обратите внимание, главное, чтобы была оригинальность и не схожесть с тем, что уже на сегодняшний день, может быть, даже можно загуглить и посмотреть, да, не применяя какие-то патентные базы. Дальше. Номинация «Интеллектуальные способности и неограниченные возможности». Это номинация, которая для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Эти ребята могут участвовать, принимать участие во всех номинациях, которые я сегодня озвучила. Да, в 10 номинациях получается, вот это 11, например, интеллектуальные способности, неограниченные возможности. Дело в том, что они представляют работы по всем номинациям, но оцениваются отдельно вот по этой категории.
То есть оценка победителя определяется вот среди таких ребят. Новшество этого, опять же, года в том, что в пакет документов необходимо приложить как раз письмо руководителя образовательного учреждения или медицинскую справку, ну вот, подтверждающие такие вот особое здоровье, да, у детей. Вот, поэтому здесь давайте посмотрим еще вот такой пример. В прошлом году у нас первое место заняла Выльгарская школа, номер 2. Вот как раз Дарья, Артем и Иван. Они с помощью своих педагогов придумали, разработали вот такой лэп-бук. Очень интересно он раскладывается. Можно работать с ним и различные задания выполнять. Есть и конвертики различные. И вот, ну, вы видите внизу здесь, да, определено и такие шарики на ниточках подвязаны, ну, то есть, в общем, выполнение заданий. И понятно, что данный лэпбук, он такой функциональный и, в общем-то, позволяет заменять материал вот, на уроке, да, чтобы вот позаниматься и так далее. Ну и сами ребята, когда выполняют, они очень проявляют интерес к тому, что они делают, и с удовольствием участвуют вот в таких проектах. Далее. Следующая номинация – интервью о профессии. А здесь хочу тоже обратить ваше внимание, что интервью берется у изобретателей, патентоведов или патентных поверенных об их опыте профессиональной работы. Но я понимаю, что не все могут, допустим, задать грамотные вопросы о профессиональной работе, поэтому здесь в данном случае, ну, можно задавать такие же вопросы, например, как бы вы задали, например, вопросы поэту или учителю, или любому другому человеку с какой-то другой профессией. Поэтому здесь не меняется, здесь все то же самое. Ребята могут задавать вопросы только изобретателю, патентоведу и вот патентному поверенному. Но это уже на усмотрение ребят, у них, в общем-то, мышление такое не зашоренное, поэтому могут достаточно интересные интервью получиться. Поэтому вот видеозапись форматов MP4 и AVI, но не более 5 минут это предполагается, и поэтому, соответственно, и текстовый файл тоже есть определенные ограничения, то есть объем конкурсной работы должен составлять от 10 до 15 страниц. Вот, поэтому... Пожалуйста. Это, кстати, номинация, она тоже, как бы, так скажем, не очень востребована. Может быть, она сложна для понимания ребят. Поэтому здесь есть все шансы стать победителем. Дальше. Есть такая номерация, как важная для обороны страны. Поскольку Министерство обороны Российской Федерации, оно отдельно выделило вот эту подноминацию, здесь критерии все как у номинации изобретения. Только темой сюда можно предоставить работы, все, которые касаются способов и устройств для обеспечения обороноспособности и безопасности. Вот. Все остальное, описание и все критерии точно такие же, как у номинации изобретения. Вот за 6 лет работы в этой номинации, наверное, было представлено 1 или 2 работы только. Вот пока вот не совсем она популярна, но вот опять же говорю о том, что поскольку здесь мало работ, можно тоже стать победителем. Достаточно, может быть, легко и просто, поэтому тоже обратите внимание на эту номинацию. Дальше. Номинация «Режиссерский взгляд». 4 подноминации, в этом плане здесь ничего не изменилось. Мультипликация, короткометражное кино, реклама, музыкальный клип. Очень был востребован в прошлом году, но вот сейчас, в этом году у нас произошло изменение, которое, ну, достаточно серьезное. Обратите внимание, смысловая направленность мультиков, кино, рекламы и клипов должна быть направлена на пропаганду важности соблюдения охраны и защиты интеллектуальных прав. То есть данные работы должны быть в теме интеллектуальной собственности. Сегодня тоже с коллегами разговаривала, меня попросили, ну, например, мы все знаем о том, что контрафактная продукция – это плохо.
Поэтому можно создать, например, рекламный ролик или музыкальный клип какой-то создать и так далее на тему именно контрафактной продукции. Почему это плохо? Почему, например, вы, приходя в магазин, видите на каких-то там одежде или, например, на каких-то продуктах очень схожий товарный знак, бренд, да, на известные бренды. То есть в данном случае теряет как производитель, так и теряет и покупатель, который получает продукцию не того качества, на которое он рассчитывает, например. То есть насколько, например, товарный знак важен, да, для покупателя, когда, приходя в магазин, он опять же хочет чтобы он мог определить этого производителя и так далее. Например, что еще может быть? Авторские права. Мы все знаем, что идеи воровать плохо. Или, например, если вы хотите обозначить, что это ваша работа, написали вы сочинение, например, то же самое, да, или, например, стихотворение, используйте копирайт. То есть вот это такие моменты, это задачи федеральных организаторов для того, чтобы ребята немного более углубленно погрузились в такую работу. То есть вот в данном случае это вот как идеи для формирования, например, вот новых мультфильмов, кино, рекламы, ну и клипов тоже соответственно. То есть в данном случае вот это очень важный нюанс. Знаю, что, наверное, для вас это, наверное, тоже будет трудно осмыслить, и, наверное, работ в этом году пока поубавится, поскольку пока не примется это как-то вот не осмыслится. Поэтому, как ваше мнение, хотелось бы узнать, возможно это сделать или будет затруднительно? Да, коллеги, еще, пожалуйста, дайте обратную связь. Как вам такая номинация с такой смысловой направленностью? Сложно? Мгм, да, Клавдия, вы пишете, да, сложно. Ну, я думаю, что, ну, можно будет сложно, да, да. Но нам с вами нужно будет тогда подумать, как на следующий год мы должны, что нужно будет от нас, возможно, какую-то информацию, какие-то идеи для того, чтобы ребята могли, ну, как, замотивироваться и создавать такие мультфильмы или кино. Поэтому давайте будем вместе думать о том, как нам ребят смотивировать на это. Согласны? Давайте думать, да? Угу. Все, поняла. Спасибо огромное за обратную связь. Угу. И давайте дальше пойдем. Дальше. Номинация «Самый креативный». Она тоже немножечко поменяла свое направление. То есть это номинация для тех учащихся, которые уже подали заявку на регистрацию своего интеллектуального права или уже получили охранный документ на результат своей интеллектуальной деятельности. Это означает, что те ребята, которые уже или подали заявку, либо получили патент. Вот. Здесь ну, это очень простое условие, но это не очень просто сделать, так скажем. Да? Поэтому вот в прошлом году у нас участвовали девчонки Мария, Ольга и Светлана. И они, конечно, под руководством очень хороших экспертов, специалистов, это Лиханова Надежда Владимировна, кандидат биологических наук, да, педагог дополнительного образования, и еще уже руководитель организации такого биоэкобаланс Татьяна Николаевна Щемелинина. Вот они под их руководством разработали изобретение, которое относится к защите окружающей среды, и оно предназначено для получения биотехнологического препарата, в общем-то, для того, чтобы, так скажем, убирать последствия экологических катастроф, а именно разлива нефтепродуктов. Поэтому понятное дело, что это, конечно, такая серьезная работа, но вот данная номинация как раз для ребят, вот, которые именно уже разработали, подали заявку, либо получили уже документ. И еще одна номинация «Миллион за идею». Раньше он назывался проект МИП,
малого инновационного предприятия, но он вот так вот перерос и миллион за идею стал называться. Поэтому, в принципе, это номинация для учащихся, которые планируют практически применить или внедрить свой результат интеллектуальной деятельности, любой деятельности. Здесь, возможно, ребенок, не знаю, создаст какой-нибудь планер и решит его продавать. То есть как раз планер будет являться результатом интеллектуальной деятельности, и он решит его, допустим, изготавливать и в дальнейшем реализовывать. То есть в данном случае вот эта номинация допустим, в эту номинацию можно будет такую работу подать. То есть здесь наличие результата интеллектуальной деятельности в основе предложения коммерциализации, то есть возможность коммерциализировать то, что ребенок придумал. В том числе можно обратить внимание на те работы, которые, допустим, у нас ребята уже патенты получили, и, допустим, как они видят дальнейшее продвижение, коммерциализацию своего продукта. То есть вот номинация заключается вот именно в этом. Каких-то определенных требований здесь прям вот так вот не прописано, то есть это текстовый файл описания проекта или бизнес-плана. То есть, как я понимаю, что у вас должны быть те, конечно, участники, которые у нас кураторы работают еще в конкурсе предпринимательства без границ, достаточно им более проще на это ориентироваться, но можно за основу взять, например, также то, что у нас прописано в предпринимательстве без границ, и написать вот в виде текстового файла или такого мини-бизнес-плана, вот и как раз вот в этой номинации подать. Далее. Мы закончили по номинациям. Есть ли вопросы? Валерия пишет, да, не все справятся. Презентацию я вам направлю сейчас, я еще позже покажу те презентации, с которыми я выхожу к ребятам. Я их вам тоже направлю тексты к этим презентациям. То есть я думаю, что вы тоже сможете их использовать по своему назначению. Чуть попозже я их вам покажу и расскажу о том, как это будет, ну, как вот, допустим, я выхожу с чем ребятам. Угу. Так, хорошо, значит, вопросов у нас здесь нет. Давайте поговорим о поощрении победителей. Конечно, для того, чтобы мотивировать для участия и привлечь как можно больше ребят, им нужно для чего-то там, нужны подарки, да, нужны подарки, нужны результаты, зачем им там участвовать. Поэтому, конечно, первое то, что ребята республиканского этапа, они попадают в республиканский реестр одаренных детей. Мы по окончании конкурса направляем все списки в региональный центр по одаренным детям. И при обращении туда уже родители и ребята получают оттуда справочку, с которой они могут, например, прийти в Министерство образования и попросить, например, бесплатную путевку на оздоровительные лагеря, которые находятся у нас в республике. Кроме того, ребята-победители попадают в реестр талантливой молодежи уже проекта «Легион умников». И здесь для них предусмотрена адресная поддержка по как раз охране и их объектов, которые они разработали. И кроме того, школьный патент, именно федеральный этап, он внесен в перечень олимпиад и конкурсов Российской Федерации. Здесь я хочу обратить внимание на то, что очень многие вузы, и Сыктывкарский государственный университет, и Лесной институт, и Краксиоком, Республиканская академия государственной службы, у них при поступлении они дают дополнительные баллы для тех ребят, которые стали победителями именно вот тех олимпиад и конкурсов, которые внесены вот в этот перечень. Поскольку школьный патент туда внесен, поэтому есть все шансы получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении. Ну и поскольку основное это все-таки помощь в оформлении заявки на получение патента, на сегодняшний день у нас получено 12 патентов на
те работы, с которыми ребята выиграли. Поэтому здесь они на экране представлены. И те, кто с нами сегодня, допустим, как бы не знает об этих работах и так далее, я предлагаю вам пройти в группу конкурса школьного патента «Шаг в будущее» в Республике Коми. И вся информация у меня, у нас, она сконцентрирована именно в группе. Группа у нас ВКонтакте, это у нас код, по которому можно пройти, и я его вам рекомендую тоже в своих презентациях использовать, потому что ребята сидят с телефонами, искать и набивать это достаточно им ну, так лениво это делать, поэтому когда сканируют код, и поэтому это достаточно быстро и легко сделать. Так. Давайте тогда мы сейчас с вами пройдем в группу школьного патента. Так. Иван, у меня видно, да? Все, получается. Да. Так, и давайте вот посмотрим, кто у нас еще не знаком с нашей группой. Я очень прошу вас вступить. То есть он называется «Школьный патент. Республика Коми». У федеральных организаторов тоже есть группа ВКонтакте, поэтому не путайте. Да? То есть вы там можете тоже информацию черпать, но вот именно то, что касается республиканских каких-то либо новостей, то они здесь публикуются, здесь вот в нашей группе. Здесь у нас есть краткое такое описание, чем мы занимаемся, да, для чего этот конкурс. Ну и, соответственно, здесь вся информация по тому, что можно использовать также в своих работах. Вот, например, буклеты. Буклеты я вам тоже сегодня все подготовила, вам тоже вышли на ваши электронные почты для работы. Поэтому вы смело можете здесь использовать всю информацию, которая есть. То есть, если, например, ежегодно по окончании республиканских этапов и федеральных мы публикуем информацию об участниках, победителей. И вот вы сейчас видите все, что я вам показывала. Вот здесь вся информация представлена. Она раскрыта полно, то есть вы здесь можете получить информацию, о чем эта работа, и применять в своих мероприятиях, которые вы проводите для ребят. Прикреплены все видео. Я, насколько знаю, качнуть из группы ВКонтакте это невозможно, поэтому если вам необходимо, чтобы вы, ну, прям у вас была эта запись, вы нам, пожалуйста, напишите, я вам обязательно вышлю саму запись видео для того, чтобы вы могли демонстрировать на уроках. Ну вот видите, то есть здесь у нас режиссерский взгляд. Да, то есть здесь мы пока принимали фильмы и кино на любые темы. Далее мы смотрим, например, сочинения. Здесь можно с ними тоже ознакомиться. Здесь кануте сочинения, подготовленные, стихотворения и так далее. То есть в данном случае можно даже оценить, вот, кстати, тоже вам тему разговора с сэром Бенджамином показывала, поэтому здесь вот она тоже представлена. Также и у Татьяны такое литературное произведение представлено. Поэтому все, что здесь есть, вы можете использовать на свое усмотрение в мероприятиях, то, что вам понравилось, очень даже так спокойно и как бы уже придумывая, разрабатывая свои мероприятия. Также хочу показать еще очень интересное. Здесь у нас, конечно, не совсем много закачано видео, но вот этот ролик, я его вам вышлю тоже вместе с презентациями, как защитить свои идеи. Это презентация Роспатента. Очень такой динамичный ролик. И, как правило, ну, допустим, я его показываю в конце занятий. То есть мы сначала все это разбираем, задаем вопросы и так далее, выходим на какие-то выводы, и потом мы закрепляем как раз вот этим роликом. Поэтому здесь вы тоже можете это все посмотреть. Далее, что касается, здесь также прикреплены положения, форма заявки и согласие на обработку персональных данных. То есть здесь в данном случае тоже это все есть.
Тоже очень удобно здесь мне, если будете писать, то я тут как сообщения ваши тоже сразу вижу, поэтому, пожалуйста, тоже можете на меня выходить через группу ВКонтакте. Так, ну, по поводу, наверное, группы это все. И сейчас давайте я, наверное, еще покажу те мероприятия, которые, например, так, у меня видно, да? Экран. Видно, да, презентация. Ну, я буду показывать вам вот таким образом, я не буду рассказывать, как я это все провожу, у меня тексты есть, я вам их сброшу, вы посмотрите. Ну, вот примерно оно в таком формате происходит, да, то есть мы сначала обсуждаем, ну, что такое интеллектуальная собственность, да, и как бы задумываемся. И вот я провожу, когда мероприятие, я задаю вопрос ребятам для того, чтобы как-то это обдумать и что они по этому поводу думают, да, что же такое интеллектуальная собственность, для того, чтобы сначала у них сформировалось свое понимание, что они знают, а уже по окончании мероприятия, что они, какие знания получили, какие выводы сделали, и уже сформировали другое свое мнение на этот счет. Привожу определенные какие-то результаты интеллектуальной деятельности, которые, вот, допустим, узнаваемые герои, которые были бы им интересны. Конечно, говорю о том, что есть официальные документы, на которые нужно полагаться, и не нужно только гуглить, а нужно смотреть официальные документы. Потом я, например, задаю вопрос, на какой из этих объектов можно получить патент. И вы можете также использовать вот эту программу, что она дает. То есть вы почитайте, пожалуйста, более подробно вот об этой программе, но задача заключается в том, что ребята могут голосовать со своих телефонов, там предоставляется определенный код, и у вас потом появляется график, кто какой ответ дал. То есть не с места можно задавать, а уже на экране видеть, кто как отвечает, и есть ли правильные вопросы. И когда вот это мы можем провести, допустим, понять, кто как считает, и идем дальше уже получая ответ на поставленный вопрос. То есть мы говорим о том, что есть 17 объектов интеллектуальных прав. Затем говорим об изобретении. Я привожу примеры школьников, разработки школьников Российской Федерации, иные, да. Говорим о полезных моделях, говорим о тренажере для рук, тоже опять же этот пример такой учащихся, да, школ. Вот. Очень интересно начинаю думать о том, когда я задаю вопросы о том, что такое способ, да, и, например, чтобы для него это понять, что такое способ, я всегда задаю вопрос, ориентируясь на вот на эту маску, которая тоже она была работа 2017, наверное, года. Я просто задаю вопрос, из чего она сделана. И когда все начинают рассуждать, из чего она сделана, я говорю, а каким образом? То есть говорят, из дерева, из камня, из папье-маше, естественно, и так далее. То есть они начинают рассуждать о том, а как это сделано? То есть поскольку способ это действие над материальным объектом с помощью материальных средств. То есть мы что-то берем определенно, даже тот же камень, мы начинаем выдалбливать, и это уже способ. То есть это вот ну, такое осуществление, допустим, этой маски. Но здесь, конечно, эта маска сделана из папье-маше, и если заглянуть, допустим, аналоги, сколько способов существует изготовления папье-маше, их очень много, может даже более 1000. Поэтому вот в данном случае способ он может тоже быть как в качестве, ну, признан в качестве изобретения. Но это очень кратко, я думаю, что это отдельная тема для разговора, для того, чтобы погрузить вообще полностью в эту тему. Потом мы говорим о промышленных образцах. Рассказываю вот о таком мальчике, который вот придумал дизайн вот этого вагона метро к 80-летию московского метро. И затем выхожу уже на школьный патент и спрашиваю о том, что а могут ли быть изобретатели, школьники, например, школьники могут быть ли изобретателями, и если изобретателем в Республике Коми те ребята, которые уже получили патенты. И вот здесь уже изначально, конечно, я не показываю вот этот патент, я их спрашиваю после того, что вот сколько мы обсудили, что какой патент, какой объект, вот конкретно эта лестница. То есть это может быть изобретением, это может быть
полезной моделью или промышленным образцом. И ребята раздумывают и говорят, и потом я уже поясняю, правильно ли они ответили или нет, в том числе и здесь. То есть также задаю вопрос, к какому объекту это относится, к промышленному образцу, к изобретению или полезной модели. И вот таким образом мы закрепляем тот материал, который вот вначале я озвучила. И, допустим, очень интересно по футболке, потому что здесь у нас как раз 2 патента по нему получено. И вот здесь как раз такой пример, когда и дизайн новый, и конструкция новая. Поэтому здесь вот такой пример. Очень интересно это рассказывать и задавать про это вопросы. Говорим о тех литературных книгах, которые были написаны. Или, например, вот здесь у нас Пуркина Юлия придумала такую книгу. Вы понимаете, что помимо того, что это и литературное произведение, потому что она придумала свою историю, это еще и графические изображения, то есть в данном случае тут могут быть различные герои, которые уже отрисованы, и они могут быть тоже объектом интеллектуальной собственности. То есть можно их попробовать зарегистрировать. То есть в данном случае это можно, допустим, сравнить как с мультиком «Маша и медведь». То есть и Маша, и медведь, они уже являются товарными знаками, насколько я знаю. Поэтому, или там смешарики, например. То есть в данном случае ни смешариков, ни Машу и медведь, или кто же у нас еще, фиксики, наверное. Нет, фиксики не буду утверждать, но вот это их нельзя использовать в каких-либо других объектах или продуктах, то есть это нарушение закона. Кстати, вот если говорить о режиссерском взгляде, то есть в данном случае это тоже можно подумать над этим, то есть мультяшные персонажи, можно ли их, например, использовать в своей, например, выпечке тортов. Нельзя, поэтому вот это нужно как бы тоже, можно ребятам как бы об этом говорить. Режиссерский взгляд показывает интересные им произведения, да, то есть для того, чтобы вдохновить на это. Ну, естественно, рисунки. То есть здесь рисунки с очень большими описаниями подробными, которые прям конструктивно говорят о том, что, например, Тестин Демид, он придумал ботанический сад. Он вплоть описал о том, что из чего у него, по-моему, из пластика он создан, и как вот прям взаимодействие всех деталей и так далее. Да, вот в данном случае вот такие работы мы показываем. Такую презентацию скину, у меня есть еще вторая часть, которую вы тоже можете использовать. Здесь я пока ее не показала, но вам все сброшу. Еще вот, на мой взгляд, интересно поиграть вот в такую игру, что появилась раньше. То есть, например, зубная щетка или зубная паста, кукла Барби или кубик Рубик, спрайт или кока-кола. То есть вы сами, это заставляет задуматься на самом деле, и поэтому очень интересно это тоже заходит. И подсказки с ответами вам тоже их вышлю, и поэтому вы тоже можете как бы, так это поиграть, так скажем, с ребятами тоже на эту тему. Так, коллеги, на этом, наверное, все, что я хотела вам рассказать. Так, если вопросы. Так. Не туда. Слева. Угу. Слева кнопку остановить. Угу. Сколько у нас присутствует человек сейчас? 7. Угу. Коллеги, есть возможность задать мне вопросы, давайте поговорим. Можно, в принципе, да, презентации отправим, по крайней мере, с теми кураторами, с которыми я говорила вчера, направим на их электронные адреса. Те модельные библиотеки или филиалы, которые к нам подключились, вы уже потом, может быть, свяжетесь с основными библиотеками районов, и вы как бы, или напишите мне напрямую, да, для того, чтобы я могла вам повторить это и направить. Угу. Угу. Так, вопросы. Угу.
Все понятно. Ну, жду, наверное, от вас тоже предложений каких-то. Обдумайте, пожалуйста, для того, чтобы нам... Да. По вопросам конкурса вы можете мне писать ВКонтакте, можете мне писать на почту. Ну, ВКонтакте я как бы сразу вижу, практически постоянно там нахожусь, да, поэтому можете туда писать, можете звонить. Сейчас вот письма, которые вам разослали, это мой сотовый телефон. В принципе, можете звонить. Если я не подняла трубочку, я потом перезвоню, потому что, ну, не всегда есть возможность сразу ответить. Поэтому, ну, пожалуйста. Вот. И, конечно, вчера разговаривая, я разговаривала с коллегами, понимаю, что первый вопрос, который тоже был озвучен, не вопрос, а пожелание по поводу сроков, что 10 января выходим, 31 уже окончание приема заявок. Как ваше мнение? Стоит ли ходатайствовать перед федеральными организаторами на, допустим, увеличение хотя бы на 2 недели этого срока? Ваше мнение какое? Нужно или нет? Или мы в январе все заканчиваем, и в феврале награждаем, и все хорошо, и потом уже дальше бежим? Увеличить. Так, заявки на участие. В пункте есть графы для обязательного заполнения. Фото, краткая аннотация. Да, давайте отвечу. Вы знаете, с этим вопросом я уже неоднократно выходила к федеральным организаторам по поводу фото и краткой аннотации. Фото это не обязательно. Вы можете не представлять, мы это не требуем, и это никак не влияет на конкурсную работу. Краткая аннотация в том числе тоже. Почему? Потому что все, что указано в требованиях, если вы делаете рисунки, это пояснительная записка. Если вы пишете сочинение, ну какую еще краткую аннотацию туда можно? Это просто сочинение. Если вы пишете по изобретению, у вас целое описание там. Поэтому никакой краткой аннотации этого не нужно. Представлять лишнее делать не надо. Поэтому пока я добиться не могу, чтобы вот федералы убрали вот из этого бланочка, да, ну я думаю, что это все придет и будет сделано. Но на это не нужно обращать внимание, не заполняйте. Так, нужен февраль. Вот я сомневаюсь, конечно, что целый февраль нам выделят для того, чтобы принимать еще заявки. Вот, сомневаюсь. Я вот думаю, что еще хотя бы на 2 недели попросить, но я думаю, не уверена, но будем ходатайствовать. Да, вижу, стоит все-таки подумать об увеличении сроков, стоит увеличить сроки. Так, продлим. Угу. Аннотацию в письменном виде или в печатном, допустим, для 1 класса. Смотрите, аннотацию, краткую аннотацию я уже сейчас вам сказала, да, но это должно быть в печатной форме. Параметры должны быть соблюдены. И здесь, конечно, помощь классного руководителя, поскольку ребенок все равно один, 1 класс, ему нужна помощь даже разобраться в положении и в требованиях. Обязательно, конечно, помогать должен научный руководитель, или если он самовыдвиженец, это родители. Поэтому нужно ребенку помочь напечатать и представить это вот в печатном виде. Так, угу. Так, коллеги, у нас буквально 5 минут осталось, то есть я обозначила регламент. Так, можно ли подать работу прошлых лет, доработанную или улучшенную, правильно оформленную? Здесь необходимо смотреть на саму работу, в чем доработка состоит. Если результат тот же, в общем, здесь нужно индивидуально, я так вам скажу, наверное, потому что в самом положении конкретно прописано, что работы прошлых лет не принимаются. Но если вы доработали, и насколько вот эти изменения
так скажем, ну, изменили, да, тавтология, изменили вашу работу, нужно смотреть. Вы понимаете, потому что ведь мы же работаем не для того, чтобы просто взять и, ну, собрать работы и так далее. То есть в данном случае мы все равно помогаем ребятам дальше улучшить свою работу, и мы заинтересованы в том, чтобы, допустим, они получили документ на тот же патент на эту работу, или они прошли дальше по конкурсу и получили те как бы преимущества, которые конкурс дает. И если это ребята над ней работали, ее доработали, сделали лучше, и результат более понятный, и как бы, ну, я считаю, что да, можно. Мгм. Так, коллеги, 4 минуты, чтобы уже вас по регламенту не задерживать, поэтому вот еще, если есть вопросы. Так, ну, значит, если вопросов больше нет, поэтому мы с вами прощаемся сегодня. Жду ваши вопросы тогда или ВКонтакте, или через презентации сбросим на электронные почты, туда, куда вам была сделана рассылка, приглашение на вебинар. Только я думаю, что срок рассылки я или сделаю это в воскресенье, или в понедельник. Но, скорее всего, это будет воскресенье, не завтра. Да. Ну, я вам желаю удачи в сборе заявок и, наверное, быть где-то, наверное, понастойчивее. И, может быть, в каком-то случае, знаете, обратить внимание все-таки на проекты школьные. Сама по себе знаю, что когда мы разговариваем с учителями, почему-то каждый думает, что вот есть конкурс, и нужно придумать определенную работу под этот конкурс. То есть нужно заново брать и что-то придумывать. И обратите их внимание на то, что не надо придумывать уже придуманное, чтобы они оглянулись, посмотрели, какие проекты ребятами написаны, и, соответственно, эти проекты, наши номинации, ну, подвести под наши номинации, оформить согласно требованиям, критериям и эту работу подать. Вот, я всем желаю удачи. Спасибо огромное, что вы сегодня нашли время и присоединились к нашему вебинару. Всего, до новых встреч!